Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Антирекорды ковидной эпохи. Ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. Прячет тайны в теплых окнах. В Усть-Нере продолжается снос аварийного и ветхого жилья. Никто не забыт, ничто не забыто. Потомки якутского солдата Петра Колодезникова нашли боевую награду своего близкого человека. Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. Правительству Российской Федерации поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, а главам субъектов – режим работы аналогичных региональных организаций. Также правительству и региональным властям поручается за счет средств соответствующих бюджетов оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в отраслях экономики в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с COVID-19 и введения нерабочих дней в октябре-ноябре. Обращаю внимание коллег в регионах. Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день сегодняшняя ситуация это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Жители и гостей столицы России ожидают очередные ковид-ограничения. Из-за обострившейся эпидобстановки уже с 25 октября и до 25 февраля 2022 года включительно москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Исключение составляют горожане, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев или прошедшие вакцинацию. Также со следующей недели столичные предприятия должны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников. На тех, чье присутствие на работе критически важно, а также переболевшим или вакцинированным, требование об удаленке не распространяется. В постоянном представительстве, к счастью, практически таких людей нет. Мы все здоровы. Безусловно, при условии соблюдения всех необходимых требований, использования средств индивидуальной защиты, мы можем работать стабильно и обеспечивать те задачи, которые ставит перед нами руководство республики. По данным столичных властей, в Москве впервые отметили высокий 30% рост заболеваемости ковидом в течение 5 недель подряд. Максимальное число заболевших с момента начала новой волны COVID-19 было выявлено 18 октября – 6823 человека. Между тем, в столице проживает около 10 тысяч якутян. Постоянным представительством республики им оказывается поддержка. У нас уже создана мобильная группа помощи из числа наших добровольцев, молодых наших якутян. Доставляют продукты питания, лекарства нуждающимся гражданам, и людям, входящим в группу риска, и тех, кто находится в медицинских учреждениях. Также я хочу отметить, что вместе с нашими коллегами из санатория Бесчегда, с нашими врачами также создана горячая линия, куда можно позвонить и обратиться по тем либо иным вопросам. Все телефоны и контакты указаны у нас на сайте и социальных сетях. Коронавирусная инфекция продолжает достигать новых максимумов заражения в Якутии. На 21 октября выявлено 282 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 145 заболевших. 14 в Усть-Алданском районе, 13 в Булунском, по 12 в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. 11 случаев COVID-19 выявлено в Намском районе, 8 в Чурапчинском, 7 в Татинском. Еще в 13 районах республики зафиксировано от 2 до 6 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Плановые показатели вакцинации жителей республики от COVID-19 достигли почти 80%. Как отметил глава Якутии, население уже приближается к достижению коллективного иммунитета. Напомним, в республике с 20 октября ввели систему QR-кодов, подтверждающих проведение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание для посещения театров, музеев, библиотек и домов культуры. По инициативе главы республики Айсена Николаева авиакомпания «Якутия» открывает продажу льготных авиабилетов из столицы республики для всех граждан Дальнего Востока без возрастных ограничений. Билеты будут доступны на рейсы в Москву, Санкт-Петербург и обратно на период полетов с 21 октября по 30 ноября этого года. В продаже уже имеются субсидированные авиабилеты по направлению Нерюнгри-Москва, Нерюнгри на ноябрь 2021 года. Право на льготный билет имеют все граждане, имеющие прописку в регионах Дальневосточного федерального округа. Также действует 25% скидка для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Временное жилье самое постоянное, но когда дело касается аварийных домов, каждый день будет идти на особом счету. В Усть-Нере продолжается снос расселенных аварийных домов. Подробности далее. Снос ветхого и аварийного жилья в Усть-Нере ведется нерегулярно, но ведется. Причина, как нам всегда говорят, отсутствие необходимой техники. И если одноэтажные заброшенные строения могут стоять годами, то подобные здания в случае внезапного обрушения представляют для населения угрозу. Очень боялась за этот дом, вот рядом вот разрушили, что его снесли, как боялась идти, вдруг меня не придавит. Снос производится силами муниципального автономного предприятия «Комтехсервис». Дело движется, экскаваторщик старается работать аккуратно. Ну, слава богу, снесли, а то ж ужас стоял. И в любое время мог угол отвалиться. Да, угроза все задавить, придавить машину человека. У вас есть идея, что бы здесь вместо дома? Я бы фонтан, например, бы летом поставила, да, от пыли. Вывоз, расчистка, планировка пока в планах администрации. Предстоит огромная работа. Вот дом, который позади нас. Хорошо бы, чтобы этот мусор весь собрали, вывезли. И вообще все дома, конечно, смотрели за домами, проверяли. И вовремя все это делалось, потому что тут живут наши дети, живем тут мы. И вот это вот видеть каждый раз постоянно просто, ну, как-то неприятно. Хотелось бы очень, чтобы наш поселок был намного чище. Возможно, через пару лет на этом месте выстроят новый дом, засветятся в нем окна, зазвучат голоса. А сегодня... Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Команда ЕТЭК не забыта. Дети и внуки Петра Колодезникова нашли боевую награду своего близкого человека. Уроженец Биартусовского наслега Усть-Алданского района Петр Колодезников один из первых ушел на фронт и служил в 119-й дивизии Красной армии. В 1942 году участвовал в сражениях под Ржевом, потом воевал на Курской дуге. За проявленную храбрость и смелость рядовой Колодезников был представлен к медали за боевые заслуги еще во время освобождения деревни Кувилак вблизи Старой Русы. Но красноармеец был дважды ранен, лечился в госпитале, а приказ о награждении был подписан только в 1947 году. Тогда якутский солдат был уже демобилизован и до конца жизни так и не получил заслуженную награду. Однако дети и внуки с помощью сайта «Память народа» вели поиски еще с 2019 года. И вот спустя 2 года нашли долгожданную награду. Особенности в поиске награды, да, надо очень внимательно смотреть на, вот как написано в документах. Да. В документах, архивные документы в основном прописаны ручным почерком. Бертусовский наслег, они написали Бердисовка. Второй момент – это фамилии допускались тоже ошибки или опечатки. С другой стороны, сложность в том, что вот, подтверждение, да, о том, что это именно наш человек, да, там фамилия чуть-чуть по-другому написана. Мы очень рады о том, что мы получили, гордимся.
Участники республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» готовятся к финалу. По итогам 3 туров в решающий этап вышло порядка 300 человек. В борьбе за победу конкурсанты представят проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие региона. Финалисты в данный момент проходят обучение по программе развития прорывных компетенций. После этого комиссия выберет 10 победителей, которые получат гранты главы. Ожидается, что решающий этап пройдет в онлайн-формате. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря. Наша команда направлена на развитие туристического потенциала Республики Саха-Якутия, а именно арктической зоны. Он называется United Arctic Travelers или UA-360. И мы реализуем на нашей платформе возможность сбора всех необходимых туристических маршрутов и сервисов, что поможет упростить, систематизировать платформу и повысит качество, также логистику и сервисы. Эта платформа будет не только носить такой характер соединения клиента и туроператоров, но еще и образовательное. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.